В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Юлия Великодная и Алексей Соколов. Смотрите в программе. Первое послание Айсена Николаева на посту главы Якутии. Какие приоритеты дальнейшего развития обозначил руководитель региона? Как Алроса будет бороться с последствиями прорыва дамбы? Сергей Иванов в Якутске обсудил этот вопрос с главой Якутии. Парк или школа? В Якутске разошлись во мнениях, что строить на пустыре по улице Петровского. До 17 человек на место. В столичных управах проходит конкурс на замещение вакансий руководителей. Школа поваров. В Алданском районе 12 специалистов прошли подготовку по программе Центра занятости населения. «Я заплатил». В Нерингре прошла акция среди добросовестных потребителей теплоэнергии. Сегодня Айсен Николаев выступил с первым посланием на посту главы Якутии. Руководитель региона обозначил приоритеты дальнейшего развития республики перед народными избранниками Госсобрания Илтумен. Тему продолжит Марианна Кутукова. Счастье и благополучие, повышение качества жизни якутян – приоритеты стратегии развития Якутии. Главная цель, по словам главы республики, это создание условий для самореализации человека. Первостепенная задача – преодоление бедности, устойчивый рост реальных доходов якутян. Со дня вступления в должность главы республики я подписал 5 стратегических указов, направленных на реализацию моей предвыборной программы «Якутия вперед». В указах поставлены задачи развития республики до 2024 года, определены целевые показатели и действия их достижения. Уверен, что в ближайшее время парламент республики в соответствии с требованиями федерального законодательства утвердит проект стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2032 года. При этом основополагающим документом при разработке стратегии должен стать майский указ президента России. Якутия должна активно включаться в национальные проекты. Сегодня уже достигнуты первые результаты, заметил Николаев. В ближайшие 3 года республика получит 35,5 миллиардов рублей из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. Кроме этого, Якутия должна не только осваивать бюджетные средства, но и привлекать инвестиции через государственно-частное партнерство и концессионные соглашения. Задача до 2024 года – привлечь в экономику республики 500 миллиардов рублей. В этом поможет и новое Министерство по развитию Арктики. Его создание Айсен Николаев анонсировал во время ежегодного послания. Развить эти территории смогут новые проекты, инвестиционные проекты. И чтобы реализовать эти инвестиционные проекты, я совершенно согласен с предположением, что это можно сделать только если там можно будет сделать ТОР. То есть новый министр, я считаю, что его задача номер 1 – не отдать рыбакам рыбу, а научить рыбаков рыбачить. То есть создать задел для обогащения и развития этих территорий на годы вперед. При реализации стратегических задач важна сопричастность людей, а также единство общества, считает глава Якутии. Поэтому 2019 год он объявил годом консолидации в республике. Когда общество разъединено, когда оно не имеет единых консолидирующих целей, ему гораздо труднее двигаться вперед. И даже те же огромные средства, которые направляются в те или иные отрасли, они не приносят эффекта. В случае же консолидации, в случае решения обществом общих задач, это все достигается гораздо быстрее. Вот пример города Якутска последние годы как раз об этом говорит, когда, в принципе, имея намного меньше средств, чем будет иметь нынешняя городская администрация, мы достигли очень хороших результатов, лучших в республике и одни из лучших в России. По мнению Айсена Николаева, именно разобщенность политических сил и общественных движений многие годы не позволяла решить важные проблемы. Настало время перемен и достижения амбициозных целей. Единство поможет Якутии занять лидирующие позиции в экономике и социальной жизни не только на Дальнем Востоке, но и в России. Марианна Кутукова, Григорий Охлопков, Павел Пахомов, Якутск. Компания «Алроса» будет перечислять дополнительные средства 5 улусам Якутии. Речь идет о территориях, пострадавших из-за прорыва дамб на Ирилякском месторождении. По 150 миллионов рублей будут направлять в целевой фонд будущих поколений. Их начнут выплачивать во 2-м квартале следующего года, если главы пострадавших районов примут в окончательном виде программу по обеспечению населения чистой питьевой водой. Об этом после встречи с генеральным директором «Алроса» Сергеем Ивановым сообщил глава республики Айсен Николаев. Стороны подписали соответствующее соглашение.
Мы надеемся и делаем все возможное для того, чтобы компания эффективно развивалась, противостояла всем рыночным вызовам и продолжала платить сотни миллионов в алмазные провинции и десятки миллиардов в бюджет Республики Саха-Якутия. То, что обсуждалось в части фонда будущих поколений, то это дополнительные деньги, которые пойдут на решение вопросов с доставкой чистой питьевой воды, с приобретением установок по очистке воды, ряд других мероприятий. Поэтому то, что касается фонда будущих поколений, то это дополнительные деньги, помимо дивидендов Алроса, которые существенно выросли за последние годы. Якутия станет регионом, в котором будут созданы условия для беспилотных летательных аппаратов. В рамках Дней Дальнего Востока в Москве между республикой и аналитическим центром «Аэронет» подписано соглашение о сотрудничестве. В каких отраслях экономики можно использовать дроны, расскажет Ульяна Шагина. Беспилотный летательный аппарат, он же дрон, перестал быть персонажем фантастических фильмов. У подобной техники разный уровень автономности – от дистанционного управления до полной автоматики. За такими беспилотными летательными аппаратами будущее Якутии. В скором времени подобные дроны будут использоваться не только для обеспечения северного завоза, но и широко применяться как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Преимущество беспилотников – низкая стоимость производства и эксплуатации. Сфера применения постоянно расширяется. Доставка посылок, поиск потерявшихся людей. Однако чаще всего эти аппараты используют для фото- и видеосъемок. Будущее есть квадрокоптером, потому что за счет того, что у него уже устроен искусственный интеллект, который уже держит квадрокоптер на уровне, управлять квадрокоптером одно удовольствие. Просто показываешь направление, куда лететь, как поворачивать джойстиком, например. Якутия давно заинтересовалась созданием новой системы обеспечения северного завоза с помощью беспилотников. О сотрудничестве республики и национальной технологической инициативы «Аэронет» еще осенью заявил глава региона Айсен Николаев. Якутия сможет отказаться от тяжелых самолетов Ан-2. Вместо них появятся аппараты с толстым крылом, которые смогут доставлять грузы на большие расстояния. А маленькие беспилотники уже могут доставлять грузы до 5 килограммов через Лену. Новые машины будут работать в экстремальных климатических условиях. В условиях Якутии эти решения будут особенно успешными. Сергей Александрович Жуков, председатель рабочей группы, давний друг республики, неоднократно у нас бывал, поэтому уверен, что это соглашение оно не останется на бумаге, оно будет реализовано на практике. Чтобы якутское небо заполнили беспилотники, нужно снять административные барьеры, которые могут помешать. В ближайшее время Якутия и Аэронет проведут необходимые для этого исследования. Подготовят и рекомендации для изменения действующего законодательства. Сегодня вопрос регистрации беспилотников повис в воздухе. До сих пор остается неясным, какое ведомство должно этим заниматься. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Рассмотрение по делу Ливадных перенесено. На этом настояли адвокаты обвиняемых. Сегодня в Якутском городском суде во время слушания дела защита обвиняемых строится на том, что Ливадная не нарушала миграционное законодательство. Такой же позиции придерживается ее супруг. Суд отложил рассмотрение дела на январь. Напомню, Ливадных обвиняют в незаконном лишении свободы Ракель де ла Крус, а также в организации незаконной миграции и в превышении должностных полномочий. В июне этого года судья Якутского горсуда вернула дело прокурору. Это постановление обжаловано в Верховном суде республики, и дело 12 ноября вновь поступило в горсуд. В Мирном в результате пожара в жилом доме пострадал человек. Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме по улице Ленина, 20. Было эвакуировано 9 человек, 2 из них – дети. 3 обратились в приемный покой Мирнинской ЦРБ. Пожар был ликвидирован в 18:47. Причина возгорания пока неизвестна. Оно произошло на кухне в одной из квартир, сообщил с места событий корреспондент нашего телеканала. Также сообщается, что у одного из пострадавших, мужчины 59-го года рождения, ожог плеча 2-й степени.
Парк или школа? В Якутске разошлись во мнениях, что строить на пустыре по улице Петровского. Власти и часть горожан считают, что городу нужна зеленая благоустроенная зона. Однако есть группа активистов и родителей, которые выступают за строительство школы. Доводы сторон выслушал наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Лакомый кусочек земли в самом центре Якутска стал яблоком раздора. Пустой участок в районе студгородка, уверены власти Якутии, должен стать зеленой зоной. Созданием нового парка отдыха займется Республиканский фонд будущих поколений. Еще в начале ноября фонд получил результаты микробиологического анализа, который показал, что данный пустырь не является скотомогильником. Напомним, ранее в народе бытовало мнение, что здесь, на данном месте, были захоронены животные, павшие от сибирской язвы. Сейчас мы находимся на завершающей стадии проектирования территории этого парка. В конкурсе, который проходил по всей России, приняло участие более 37 заявок. И мы отобрали 5 финалистов. И на этой неделе они приедут сюда, в город Якутск, для того, чтобы уже непосредственно в Якутске изучить нашу территорию. Против строительства парка выступил Союз родителей Туймады. Активисты уверены, на месте пустыря нужно построить современную национальную школу. Причина проста – переполненность учебных классов в близлежащих учреждениях. Вот, например, 17-я школа, да, каждый год там ищут новые помещения для открытия новых классов, потому что, вот видите, сколько многоэтажек, а там маленькая школа на 500 мест, и не хватает поэтому мест для образования детей. Дети, по 40 детей сидят в классе, и там вообще душно, и никак нет условий для мышления какого-либо нормального. Подавляющее большинство опрошенных уверены, нужен парк. Якутск из-за отсутствия зеленых зон страдает. Я живу здесь, и мне вот на самом деле здесь парк был лучше, да? Потому что город у нас вообще нигде зеленого островка нету. Везде тростники и так далее, и мне больше импонирует парк. А школу они могли бы найти в других местах, в принципе, да? Когда вот планируют новые кварталы, могли бы и оставить место для школы. Ну, лучше парк, конечно. Ну, потому что это для жилого не приспособлено. Так что лучше, конечно, парк. Залить все это бетоном. Да, и все залить бетоном. Это будет более экологично. По планам, новый парк должен появиться в Якутске к 2022 году, столетие якутской автономии. Однако в фонде будущих поколений республики собираются благоустраивать территорию уже с 2020-го. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Павел Пахомов, Якутск. Ну а сейчас на телеканале Якутия-24 небольшой блок рекламы, и смотрите далее. До 17 человек на место. В столичных управах проходит конкурс на замещение вакансий руководителей. Школа поваров. В Алданском районе 12 специалистов прошли подготовку по программе Центра занятости населения. «Я заплатил». В Нерюнгри прошла акция среди добросовестных потребителей теплоэнергии. Жителей Мирнинского района местной продукции обеспечат товаропроизводители соседних улусов. Здесь прошла ярмарка «Алмазная провинция». В эфире телеканала Якутия-24 «Итоги дня». Мы продолжаем. В Якутске выбирают руководителей управ. На замещение вакантных должностей поступило 62 заявления. На некоторые вакансии конкурс 17 человек на место. Какие округа ждут кадровые перестановки, как проходит отбор и какие требования предъявляют к кандидатам, расскажет Ольга Башук. Якутск поделен на 8 округов и 7 пригородов. Новых руководителей выбирают для Центрального, Строительного, Промышленного округов и пригородной Табаги. За один месяц в мэрию направили 62 заявления, в том числе и от жителей других районов республики. Возможно, привлекла зарплата. Руководители управы платят от 70 тысяч рублей в месяц. Больше всего желающих стать руководителем Строительного округа – 17 резюме. По 10 претендентов в Промышленный и Центральный, а также в Табагу. Некоторые соискатели подали заявление сразу в 3 округа. Самому молодому участнику конкурса 28 лет, самому возрастному 61 год. Такой ажиотаж можно сравнить с высоким конкурсом на бюджетное место в медицинский институт СВФУ. Там популярные специальности – это лечебное дело и стоматология. Конкурс от 3 до 6 человек на одно место.
Участники конкурса мэрии должны иметь высшее образование, минимум 4 года работы на госслужбе или по специальности, уметь вести переговоры и, конечно же, знать положения Конституции и законы. На первом этапе с кандидатами пройдут собеседования. Из-за большого количества заявлений они продлятся 3 дня – 13, 14 и 17 декабря. Всех, кто успешно пройдет первый этап, ждут встречи с населением. Горожане смогут задать все интересующие вопросы будущим руководителям. Встречи с жителями в округах пройдут с 18 по 24 декабря. Ольга Башук, Якутск. «Я заплатил». Под таким девизом в Нирингре прошла акция энергетиков, где добросовестным потребителям теплоэнергии вручили подарки. Акция была направлена на поощрение потребителей теплоэнергии среди абонентов районного центра Нирингри, поселков Беркакит, Серебряный Бор и Чурман. Ее участниками стали 17 300 абонентов в номинациях «Добросовестный плательщик», «Счастливая квитанция» и «Самый большой аванс». По итогам конкурса лучшими были признаны 70 абонентов. 6 месяцев, ровно столько у Кати Рыбалкиной, чтобы сохранить жизнь. Времени мало, но оно есть. Главная проблема – неподъемная для ее семьи сумма на операцию. Каждый день на счету. В этот Новый год Катя мечтает, чтобы он не стал для нее последним. Это, видите, это все у нее текло, отек. Сюда вот боль у нее пошла вниз. Вся жизнь впереди, думала Екатерина. В 20 лет любящая жена и мама. Совсем недавно получила диплом юриста. Гром грянул в одно январское утро. Девушка не смогла встать с кровати. Ударила, может, где-нибудь, но хотя нигде не ударялась. 23 числа мне сделали операцию, потом только пришли результаты. Мне мама сказала об этом. Я не поняла сначала, что это. А потом уже, когда сама прочитала это в интернете, тогда уже поняла, что это, да, плохо. Болезнь ударила, когда сын Дима только появился на свет. В прошлом месяце отпраздновали его первый день рождения. В это же время врачи смогли поставить окончательный диагноз – саркома Юинга, рак 3-й степени. Ребенок у меня тоже активная была, спортивная девочка была. Помощница моя. Господи, боже мой. Мы сами обратились в Санкт-Петербург через знакомых. Они узнали, что такая операция стоит 1 200 000. Квоту на операцию готовы предоставить, однако врачи в центральных клиниках непреклонны. Нам без разницы, умираете вы или нет, все в порядке очереди. А времени у Кати нет. Счет на дни. У нее полгода, чтобы удалить кость и провести протезирование. Работаю поваром я. Не ожидал, что такая сумма будет. Думали, ну хотя бы там говорили вообще 200 000. Думал, ну это вот это для нас большая сумма была. А тут еще больше, 3-4 раза. Не знаю, рассчитываем, что-то, не знаю, поддержку какую-нибудь. Боль, говорит Катя, постоянная. Не отступает уже 9 месяцев. Иной раз девушка не встает с кровати. Большая мечта для молодой мамы – видеть, как растет сын, радоваться его успехам и просто быть рядом. Сын очень буйный. Не сидит на месте. Вот как сейчас. Мы просыпаемся и сидим с сыном, за ним везде ходим. Но я не могу так как я постоянно лежу. Муж, мама смотрит. В Новый год Катя и ее семья особенно верят в чудо. Оказать посильную помощь и подарить надежду на будущее молодой девушке может каждый. За месяц из необходимой суммы в 1 200 000 рублей удалось собрать 80 000. Помогают все родственники, знакомые и просто неравнодушные люди. Они переводят деньги и пишут такие нужные для Кати слова поддержки. Реквизиты для помощи вы видите на экранах. Юлия Великодная, Григорий Охлопков, Якутск. Ряды алданских поваров пополнились. 12 человек получили свидетельство об окончании курсов профподготовки, организованных Центром занятости населения. Вместе с девушками кулинарное искусство освоили 2 юношей. Где специалисты собираются применять полученные знания, узнавала Татьяна Вахнина. Первые и вторые блюда, закуски и десерты. В столовой общежития Алданского политехникума трапеза накрыта знатная, а строгим судьям предстоит оценить мастерство поваров. Слушатели курсов профподготовки сдают экзамен. Презентация блюд собственного приготовления стала самой сложной частью испытаний. Изначально делала, когда рулетик, угощала там своих коллег.
Как бы им очень сильно понравилось. Ну, как бы, может быть, и не понравилось, а может быть, и понравилось. Ну, как бы рулетик очень вкусненький. Доступность продуктов, сложность процесса приготовления, вкусовые и пищевые качества, эстетичность – в готовом блюде важно все. Впереди у поваров производственная практика и устройство на работу. Где применять знания, кулинары задумываются. Ну, в ресторане. Не знаю, наверное, в какой-нибудь трудовой компании. Курсы поваров, организованные на базе политехникума по инициативе Центра занятости населения, окончили 12 человек. Вместе с девушками обучение прошли 2 юношей. Несколько человек уже работают в сфере общественного питания. Им требуется документ о профподготовке. Большинство слушателей видят кулинарное дело своим призванием. Ну, это, видимо, у меня семейное. У меня мама повар, брат профессиональный повар. Постоянно готовил с ними, как бы нравилось. Ну, достаточно люблю всех удивлять, гостей. Помимо практики, специалистам предстояло продемонстрировать знания теории. Кулинария и кондитерское дело, калькуляция, гигиена, общепит. Обучение включало комплекс дисциплин. Профподготовку вели преподаватели и сотрудники предприятий. Мы заключили 1 контракт, это с организацией «Эталон», и 1 договор с Алданским политехникумом на обучение по специальности повар. Направлено было 12 человек. Профессия эта является очень востребованной на рынке труда на сегодняшний день. В 2018 году у нас всего было 29 вакансий по этой специальности. Кадровый вопрос в сфере общественного питания не теряет остроты, и вакансии поваров в Центре занятости имеются. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Производственные перерабатывающие мощности Западной Якутии будут обеспечивать продуктами сельского хозяйства промышленные районы. Это решение было принято по итогам ежегодной ярмарки «Алмазная провинция». Востребованность товаров местного производства в Мирнинском районе превзошла все ожидания. Репортаж Марфирины Алексеевой. 27 местных производителей Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Мирнинского и Ленского районов, а также города Якутска предоставили жителям города Мирного и Удачного свежую и качественную продукцию по доступной цене. Мы думали, что 2 дня будем стоять, но у нас все на расхват, все взяли, у нас все пусто. 2-й год участвуем, и у нас молочная продукция есть, полуфабрикаты. Еще на улице у нас продают мясо, караси, бруснику. Оказывается, в Мирном очень любят творог и сметану, и особенно язык и печень. Вместе с ребятами это свою продукцию продавать. У нас табунное хозяйство очень хорошо покупает кровяную колбасу, печень и это фарш. В этом году очень хорошо идет товар. Мы каждый год покупаем жеребятину деревенскую, говядину и масло сливочное. И цены дешевые, и выбора много. Я сходил, конину купил ягоды мороженые, рыбу купил, масло купил. Ну, это намного лучше, чем это в магазинах. Ну, это собственное хозяйство там на севере. Они выращивают все. Пускай на сегодняшний день весь товар возится, все Якутии сюда. Мы будем покупать, если еще он будет дешевле, так вообще будет хорошо. Ярмарка «Алмазная провинция» в Мирнинском районе проводится 3-й год. Если раньше ярмарка проводилась 1 раз в год, то в этот раз возможность купить свежие продукты местного производства мирнинцам предоставилась несколько раз. Сделали ярмарку как продвижение местной продукции, да? И мы не планировали делать ярмарку 3 раза в год. И в этом году это наша 3-я ярмарка, мы делали и весной, мы делали осенью, и мы делали зимой. И люди постепенно приучаются, они уже требуют, чтобы товар был постоянно на местных полках. И в рамках этого мы как раз таки к нам пришла идея, что мы бы могли сбыт продукции именно наладить в Мирнинский район. Действительно, для того, чтобы сбыть производство Вилюйского, Нюрбинского или Сунтарского района, предприниматели возят товар в Якутск, где себестоимость продукции из-за транспортировки ощутимо превышается. К тому же довольно-таки высокая конкуренция. Здесь население вместе с Ленским районом, если взять более 150 тысяч жителей, средняя заработная плата которых выше среднего по республике, поэтому это на самом деле очень лакомый рынок для наших сельхозтоваропроизводителей. И мы хотим перенаправить вектор производства, чтобы у нас сбыт товаров шел именно в сторону западную. И тогда у нас по всей республике получится довольно-таки равномерная система распределения наших сельскохозяйственных мощностей. До весны следующего года Министерством сельского хозяйства будет организована рабочая группа и создана новая концепция. Все для того, чтобы поставка товаров местного производства в Мирнинский район производилась круглогодично. Марфирина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирный.
Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Удачи вам!